Международный конкурс журналистов «Взгляд-2022» стартовал в августе этого года. В нем приняли участие репортеры, журналисты, студенты, блогеры, видеографы, фотооператоры и колумнисты из всех районов республики, а также студенты профильных факультетов. Например, статья студентки Южного федерального университета Дины Гвикискири посвящена советским писателям в Абхазии. Моя работа преследует цель рассказать о тех писателях, которые создавали малоизвестные произведения о нашей стране, какие детали они подмечали, какие культурные особенности. Я взяла трех писателей: Константина Паустовского, Константина Федина и Алексея Толстого. На конкурс было представлено 22 работы от 17 участников. Основная цель конкурса – освещение деятельности России в Абхазии. Кстати, «Взгляд-2022» проходит впервые. И цели конкурса такие, что мы бы хотели, во-первых, из самого названия следует того, что это позитивный образ, освещение позитивного образа России в Абхазии. Поэтому нам бы хотелось бы, особенно сейчас в нынешних условиях, таких трудных достаточно, особенно в период проведения этой спецоперации, когда достаточно много фейков идет, нам бы хотелось бы все-таки, чтобы Россия была представлена наиболее объективно. И поэтому цель этого конкурса – это, конечно же, представление России в Абхазии, но наиболее объективным способом. В конкурсе было заявлено 4 номинации: лучший информационный материал, лучшая аналитическая публикация, лучшая публикация художественно-публицистического жанра в журналистике и номинация «Дебют» для молодых и начинающих журналистов, чей стаж работы не превышает 3 лет. Моя работа в первую очередь посвящена выбранной тематике для конкурса. Там я разделила свою работу на несколько составляющих. Я использовала культуру. Также я хотела подчеркнуть, что проводили совместные раскопки Абхазии и России. Также я затронула кинематограф, потому что была серия фильмов, которые создавались как на территории Российской Федерации, так и в Абхазии, конечно же. В конкурсе участвовали как неопубликованные работы, так и опубликованные в республиканских изданиях материалы, размещенные на интернет-сайтах СМИ или в информационных агентствах за 2022 год. Работы прислали на электронную почту. По положению у нас были некие требования к работам, поэтому у нас прошло 17 участников. Работы, которые мы вернули без каких-либо проблем, авторы их приняли обратно. Большинство работ у нас на абхазском языке, это очень хорошая статистика, на мой взгляд. Что касается заявок от российских СМИ, для справедливости мы решили, что первый конкурс среди журналистского сообщества Республики Абхазия «Взгляд-2022» пройдет среди наших журналистов, так как большинство из них были дебютные, то есть многие не имеют такого опыта. И, скажем так, для того, чтобы не было такой несправедливой конкуренции, мы пока приняли только работы наших местных. Генеральный директор АГТРК, председатель жюри Ирина Агарба отметила, что это очень интересный проект, раскрывающий таланты и потенциал журналистов. И такие конкурсы важно поддерживать. Мы подводим итоги очень интересного конкурса, очень интересного проекта. Приветствую прежде всего и благодарю представительства Россотрудничества в Республике Абхазия и лично господина Федотова Дмитрия Геннадьевича за проект, за инициативу. Член жюри, директор информационного агентства «Апснепресс» Манана Гургулия добавила, что такого рода проекты способствуют профессиональному росту журналистов. Вообще сам факт, что представительство Россотрудничества предложило такого рода проект журналистам, это очень хорошее дело. И я очень надеюсь на то, что подобного рода проекты будут способствовать профессиональному росту журналистов, будут способствовать такой доброй, дружеской конкуренции между ними, а нам, руководителям СМИ Абхазии, дадут возможность выбирать среди них коллег, выбирать людей, потому что в каждом из наших коллективов нужны молодые творческие кадры, которые станут рядом с нами, встанут вместо нас и будут дальше продвигать абхазскую журналистику. В рамках мероприятия председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг рассказал об информационной войне в период грузино-абхазской войны, отметив роль российских СМИ. Мы не имели никакого абсолютно опыта, как нужно работать в условиях войны. Мы учились по ходу. Были попытки назначить нам военного цензора, это тоже всегда заканчивалось успешно, потому что не было таких специалистов. Какой крупности должен быть кадр в эфире, мы учились по ходу. Мы уже спустя месяц-два понимали, что общий план на Афганистинском фронте это ни в коем случае недопустимо. То есть запас муки это тоже абсолютно недопустимая информация в условиях войны. То есть всему мы учились по ходу.
В завершении были подведены итоги конкурса. Диплом победителя за цикл репортажей о беженцах в Абхазии получила корреспондент информагентства «Спутник Абхазия» Асмат Свижба. В номинации «Дебют» победил Алексей Шамба, Апснепресс, который подготовил для конкурса интервью с гендиректором Русдрама Ираклием Хиндба. В номинации «Лучшая публикация художественно-публицистического жанра» победила Саида Ажиба, «Спутник Абхазия», представившая материалы на абхазском языке. 2 ее работы были посвящены ветеранам Великой Отечественной войны, а одна – воину, пропавшему без вести во время Отечественной войны народа Абхазии. Лучшей аналитической публикацией была признана работа журналистки АГТРК Гугуцы Вардани. По словам членов жюри, на конкурс были представлены яркие, интересные и необычные работы, которые заслуживают отдельной номинации, например, фоторепортажи. По целому ряду причин, я думаю, что мне немножко грустно, но особенно по поводу того, что нам не хватило номинации. Не хватило номинаций, и есть ребята, которых я отметила бы. Ребята, абсолютно неважно, вы сегодня стали победителями или нет. На самом деле, вот опытные профессионалы участвовали в этом конкурсе, и мы не могли. Мы не могли поделить, не могли как-то оценить, как мы хотели, что смогли, то сделали, да. И мы об этом, конечно, не жалеем, но в то же время хотелось бы назвать еще имена, вот, возможно, что в будущем мы будем учитывать эти имена, у нас будут и конкурсы, и, наверное, какие-то другие проекты. Я думаю, что мы можем ими в дальнейшем гордиться. По словам руководителя Россотрудничества Дмитрия Федотова, конкурс будет иметь продолжение. В Москве пройдет конкурс журналистских работ «Чистый взгляд», где будут представлены и работы участников «Взгляд-2022». Сария Кварцхеля, Гугуца Вардани, Сергей Каджая, Абхазское телевидение.